Вітаю, це Суспільне в етері, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Російські силовики в окупованому Криму застосовують тортури до людей з метою примусити їх давати покази. Про це йдеться у нещодавно опублікованій доповіді генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша. Також говориться про випадки побиття, удари електричним струмом та удушення. Повний текст доповіді було опубліковано вчора, 13 липня, прес-службою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Це вже друга доповідь Генсека ООН, яка охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року. Крім того, сьогодні в Києві була представлена доповідь Кримськотатарського ресурсного центру на тему аналізу прав людини в окупованому Криму за перше півріччя 2020 року. Тож, більш докладно про ці документи ми поговоримо з нашими гостями. З нами на зв'язку Дамір Мінадіров, представник громадської організації «Правозахисний рух Криму». Вітаю вас, пане Даміре. Доброго вечора. Дякую за запрошення. От в цій доповіді Генсека Антоніо Гутерреша, Генсека ООН, говориться, крім таких правопорушень, порушень міжнародного права, як впровадження російського законодавства, безкарність, умови утримання, говориться про тортури. Описані 4 випадки, які задокументовані управлінням Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй. Там говориться про те, що ФСБ Російської Федерації та правоохоронці застосовують побиття, удари електричним струмом та удушення, щоб змусити жертв або звинувачувати себе, або співпрацювати з силовими органами та свідчити проти інших. І отут виникає питання. Такі методи, вони не говорять про розкриття справ. Це, скоріше, змушення для такого самонавіту. І для чого росіянам навмисно створювати картинку якоїсь екстремістської чи терористичної загрози в окупованому Криму, де не було за весь період української незалежності жодного випадку або екстремізму, або терористичних актів? Ну, я, с вашего позволения, российскую. На мой взгляд, основная причина такого подхода – это прежде всего показать мировой общественности, что Россия не применяет пытки, не применяет принудительные депортации, не нарушает закон, а борется с терроризмом и экстремизмом. Это, пожалуй, единственная цель, которую и единственный посыл, который Россия пытается на международных площадках говорить всем. И, безусловно, конечно же, отчет, о котором вы говорите, он хоть и касается конкретных лиц, да, я бы все-таки говорил о более массовых, да, событиях, о более массовых явлениях, которые сегодня есть в Крыму и в целом на территории России, когда давление идет на целые народы. И пытками, да, в этом смысле я подразумеваю не только физическое воздействие, да, удары током, но и моральное, психологическое, помещение в психиатрические больницы, помещение в карцеры. Сегодня официально есть сообщение, что ребята, украинские политзаключенные, более 90 дней находятся в карцере за якобы нарушение режима, да, в тюрьмах и так далее. Да, когда женщины подвергаются уголовным и административным преследованиям. Дети остаются без кормильцев, без отцов, получают сильные расстройства моральные, психологические, и нужны годы реабилитации этих последствий, обысков и того стресса, который был нанесен детской психике. И то многие врачи говорят, что бесследно это не уйдет. Да? Разве это также не является пытками? То есть мы видим, что ФСБ сегодня, российское государство в лице ФСБ и руками ФСБ, оно занимается массовыми репрессиями целых народов. Пане Даміре, от я переглянула перед програмою статистику російську. І я дивлюся, що
Ну, до прикладу, нещодавно були засуджені 7 правоохоронців, якраз співробітників центру по боротьбі з екстремізмом в Інгушетії за тортури. Були засуджені 4 в Татарстані. Там насправді близько сотні за рік засуджених, але не в Криму. Тому що доповідь Антоніо Гутерреша говорить про те, що коли жертви звертаються через тортури або їх родичі, ці справи або не розслідуються, або їм просто відмовляють навіть такому в освідченні медичному. Медичні працівники теж ігнорують їх заяви і не дають їм довідки про нанесену шкоду. От чому так стається, що одна та сама країна, Російська Федерація, для Криму має якусь іншу тактику. Вона просто не розслідує ці справи, хоча вона їх розслідує, наприклад, в Татарстані і в Інгушетії. Чому для Криму особливі умови? Я думаю, о тех расследованиях, о которых вы говорите, и те сроки, которые получили сотрудники ФСБ, они не связаны с правосудием, как мы понимаем. Да? Я больше чем на 100% уверен, что это все выдавливание определенных лиц из определенной сферы для того, чтобы другие ФСБшники, другие работники смогли встать на их место и заниматься тем самым, чем занимались предыдущие, только лишь потому, что это огромные бюджетные средства, это огромные премии, да, за проведенные контртеррористические операции. Мы говорим на самом деле об очень больших деньгах. Для России сектор бюджета государства, да, ФСБ, оно на самом деле занимает, если не ключевую, то одну из ключевых ролей. Это очень большие деньги, на судьбах людей, на их трагедиях, на жизнях, да, я не побоюсь этого слова, зарабатываются большие деньги и звания. Поэтому я оцениваю это, те разоблачения и аресты сотрудников ФСБ только лишь как личную расправу какую-то, да, і... Щоб поставити своїх на наступних. Да. До нашої бесіди доєднався Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. От сьогодні ви презентували на онлайн-прес-конференції доповідь на тему аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за перше півріччя 2020 року. І там, зокрема, говориться, що тільки за перше півріччя 2020 року було здійснено 48 незаконних затримань, 23 обшуки, 52 допити. Загальна кількість арештів в Криму склала 150 випадків, з них 28 – це нові арешти, і 22 – це продовження строків тримання під вартою. А також в будинках кримських татар пройшло 13 обшуків. От на ваш погляд, як можна проаналізувати цю статистику? Вона збільшується, вона зменшується? Як взагалі розуміти ту політику, яку зараз проводить Російська Федерація на території окупованого Криму? Ну, конечно, все познается в сравнении. Однозначно, если сравнивать, допустим, с данными за такой же период, за первое полугодие 2019 года, то, конечно же, скажем, по всем категориям, то, конечно же, намного ниже показатели, где-то в 2 раза, где-то есть некоторые показатели в 1,5 раза и даже в 3 раза. Единственный показатель – это этапирование, который, в принципе, по сравнению с прошлым годом, если в прошлом году было 36 этапированных за этот период всего, то в этом году 27, то есть более схожие. И это связано, опять же, с теми продолжающимися там процессами, когда идут либо так называемые следствия, либо после принятия вынесения приговора, соответственно, вывозят на материковую часть Российской Федерации наших соотечественников. А в целом мы видим следующее. Мы предполагаем, что за эти полгода уменьшилось количество, но в первую очередь это связано, конечно, с коронавирусной инфекцией и связано с карантином. И, соответственно, мы видим эти процессы, что уменьшилось количество. Другой критерий, из-за которого, на наш взгляд, уменьшилось, это связано с тем, что
в самом политическом, скажем, процессе Российской Федерации, они были увлечены так называемым внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. И сразу же после того, как провели так называемое, скажем, всеобщее голосование, то в июле мы увидели новые обыски, которые мы и новые аресты, вернее, аресты, да, которые мы не включили, поскольку в отчетный период эти новые аресты не входят. Но мы заметили, или мы подтверждаем следующие тенденции. То есть в данном случае мы видим, что продолжается все-таки политика преследования не остановлена, что российские спецслужбы, соответственно, в первую очередь и открывают уголовные производства, и арестовывают, и проводят обыски, в первую очередь по религиозным признакам, то есть по так называемому делу Хизб ут-Тахрир, по так называемому делу свидетелей Иеговы, а также обвиняют людей якобы в шпионаже в пользу Украины, якобы в там, хранении, перевозке оружия и боеприпасов и причастности к так называемому батальону имени Нумана Черебеджихана. То есть эти тенденции не изменились, они продолжают эти действия. Далее, за этот период, учитывая то, что, скорее всего, коронавирус, они компенсируют другими действиями. Это преследованием людей, которые находятся за пределами оккупированной территории. В частности, мы видим, когда заочно арестовывают и выносят судебные решения в отношении того же Муждабаева, возобновили различные уголовные производства и, опять же, открывают уголовные дела в отношении Мустафы Джемилева, Рифата Чубарова, там, Ленура Ислямова. Мы видим вот эти вот процессы, когда их машина не останавливается, они продолжают вот эти вот расследования. Почему они берут религиозные дела? Потому что, на мой взгляд, на международных площадках оккупационная власть как раз-таки и пытается демонстрировать, что они по отношению ни к этническим украинцам, ни к этническим крымским татарам якобы не имеют никаких претензий, никаких проблем, не происходит никакой дискриминации, а они борются с исламским терроризмом или там с иеговистами, которые в принципе и создают такой фон, что есть угроза. Хотя мы понимаем, что и мы говорим о том, что Хизб ут-Тахрир это больше инструмент для того, чтобы проводить обыски, аресты, задержания и так далее. Далее мы хотим обратить внимание на то, что, конечно же, когда мы говорим о нарушении прав непосредственно людей, которые находятся уже непосредственно там в СИЗО или в колониях, то, соответственно, наших политузников, во всяком случае, зафиксировано около 19 случаев, когда люди находятся в ШИЗО или в спецблоках и таким образом оказывают на них давление, причем некоторые находятся даже по 3 месяца. Это незаконные действия и нарушение содержания. Ну и из таких вот общего характера я бы еще обратил внимание о том, что продолжаются двойные стандарты. То есть Российская Федерация всячески пытается предупредить какие-то публичные акции, действия. И нами зафиксировано более 70 предостережений, которые предоставлялись активистам, начиная с 23 февраля до 26 июня. Кроме того, мы видим, что запрещая активистам проводить какие-то акции или мероприятия, связанные, опять же, и с днем рождения там, Шевченко, и с днем депортации крымско-татарского народа, и с днем флага, с другой стороны, они позволяют проводить, скажем, массовые мероприятия, связанные условно с 24 июня, или проводить автопробеги с использованием портрета Сталина, и при всем том им другой категории граждан они просто не запрещают. То есть мы видим, что любая инициатива, связанная со свободой, связанная с проукраинской направленностью или с проукраинской позицией, или связанная с крымско-татарскими символами и датами, она, конечно, всячески прикрывается оккупантами и таким образом не дает людям, скажем, проявить свою позицию.
Панове, от ще одна інформація. Буквально сьогодні вона з'явилася на сторінках ТАРС агенції, і також про це повідомляє офіційний портал Держдуми Російської Федерації. Зараз Держдума в першому читанні обговорює законопроєкт про уточнення поняття екстремістська діяльність. Передбачається внести правки до Карного кодексу Російської Федерації і збільшити санкції за будь-які заклики до повернення окупованого Криму. І от спікер Держдуми В'ячеслав Володін, він, зокрема, в інтерв'ю ТАРС пояснив, що за заяви щодо Криму, які роблять політики, українські політики, країн Балтії, США, неважливо, вони будуть відкривати карні справи і вимагати екстрадиції цих людей. Багато гарячих голів, можливо, вгамуються після того, як ми приймемо норму цього закону, говорить В'ячеслав Володін. І вони зрозуміють, що це дуже серйозно карається. От такі речі, такі заяви, карні справи проти політиків, проти, не знаю, Дональда Трампа, можливо, тому що він теж говорить, що Крим – це Україна. На ваш погляд, чи наважиться Росія на подібні речі? А по-друге, якщо буде змінено цей закон, то тоді чого очікувати людям, не політикам, а просто людям, які знаходяться в окупованому Криму? Пане Даміре, до вас питання. Я думаю, прежде всего, этот закон, он не коснется реально тех, о ком идет речь, да, потому что, человек, который находится за пределами Российской Федерации и за какие-то слова не будет привлечен. Это, сложно будет, да, сделать даже через каналы Интерпола, но этот закон очень хорошо можно будет использовать против своего же населения, своих же граждан, несогласных, нелояльных. И фактически в руках тех же ФСБ, МВД будет еще один инструмент, который детализирует, так скажем, да, деятельность, которая будет считаться экстремистской. И в очередной раз я считаю, что это приведет к арестам, к новым делам за разговоры на кухні, так називаємо, да? Пане Іскандере, тут згадується кейс Ільмі Умєрова, коли він в ефірі українського телеканалу АТР сказав про кримську приналежність Криму, фактично процитував міжнародне право і за це був засуджений. То виникає питання, а що зміниться? Навіщо тоді вони починають впроваджувати або переглядати цей закон, якщо вони і до цього судили людей за визнання Криму українським, а до політиків, як сказав пан Дамір, вони просто не дотягнуться? Смотрите, я здесь подошел бы немножко по-другому. Дело в том, что это четкая, последовательная политика или действие Российской Федерации в этих вопросах. То есть эти изменения сейчас или новые законопроекты или поправки к тем или иным к Уголовному кодексу Российской Федерации, они ведь не просто появляются. Это связано с поправками в Конституцию. И вот то, что вы сейчас назвали, речь идет о том, что одна из 200 поправок – это поправка о неотчужденности территории Российской Федерации, где как раз и учитываются вопросы Крыма, Курил и так далее. И, соответственно, здесь появляется статья. Вы вспомнили как раз статью Ильми Умерова, по которой у меня в том числе были 2 суда, и я заочно арестован. Это 280 статья, точка 1. То есть в Уголовном кодексе теперь появилась новая статья, 280-я появится, вот то, что они уже на рассмотрение подали. Появится другая статья, 280.2. Соответственно, таким образом ужесточаются преследования от 4 даже от 6 даже до 10 лет лишения свободы за призывы. То есть для чего это делается? Я с Дамиром согласен в том плане, в первую очередь, это посыл. И даже не просто для граждан Российской Федерации, но и для чиновников. Потому что уже чиновники российские, даже на международных площадках, на каких-то встречах, они не имеют права говорить на эти темы, иначе, возвращаясь в Российскую Федерацию, в отношении них будут заведены уголовные производства. То есть
даже президент Российской Федерации. Таким образом, они пытаются закрыть вопрос. И второе, конечно же, в том числе и ограничить, ну, может быть, это в меньшей степени будет касаться, скажем, лидеров таких влиятельных стран, как Соединенные Штаты Америки, условно Китай и там Европейский Союз, да, но речь идет о других странах, и, соответственно, здесь уже вот возникают определенные сложности. Но, конечно же, в первую очередь это касается российских чиновников, которые в соответствии уже с Конституцией Российской Федерации, в соответствии с теми законами, которые принимаются для того, чтобы урегулировать вот эти вот поправки конституционные, соответственно, они просто будут бояться поднимать или вообще даже не то, что поднимать, а обсуждать тему Крыма, Курил там и так далее. Поэтому это целенаправленная политика, которая, я думаю, продумана, и продумана она не одним днем. Это поэтапные действия для того, чтобы закрепить за собой вот эти территории. В первую очередь Крымский полуостров. Ну, тут треба сказати, що питання українських чиновників, багато хто має нерухомість в Криму і багато хто туди їздить, але будучи українським чиновником, вони змушені, навіть якщо не вірять в це, говорити, що Крим – це українська територія. І от, на ваш погляд, як це вплине на внутрішньоукраїнську політику, коли люди будуть розуміти, що поїздка до Білорусі або Казахстану, або Російської Федерації, куди вони так люблять їздити, що може обернутися до них карним строком? Пане Даміре, це вам питання. Да? Я думаю, украинским чиновникам и политикам опасаться не стоит. Конечно, это может быть инструментом для давления, но нужно понимать, что подобные международные задержания по каналам Интерпола, они будут очень крайне сложными, потому что мы знаем, что в 2017 году главный офис Интерпола в Лионе рекомендовал игнорировать запросы со стороны России, потому что, как говорится в самом сообщении, Россия превышает, да, злоупотребляет самим Интерполом. Мы знаем, что недавно была инициатива правительства Украины о том, чтобы расторгнуть соглашение, меморандум с Россией в вопросе борьбы с терроризмом между СБУ и ФСБ, что также, да, усложняет координацию в этих вопросах. Поэтому политически это будет использоваться как давление, да, но реально, я думаю, будет сложно России реализовать эти плани. Ну, от питання, повертаючись до доповіді Антоніо Гутерреша про тортури. Пане Іскандере, це вам питання. Ну, от, останній такий відомий випадок засудження лідера країни за тортури – це аргентинський диктатор Рейнальдо Віньйоне. Він був спочатку засуджений на 25 років у 2010 році за застосування тортур до 56 ув'язнених в колонії, де він був керівником, а потім йому було 83 роки, і потім він був вже засуджений на пожиттєве за злочини проти людства. Але все ж таки Російська Федерація не Аргентина, це ядерна країна. От коли ми читаємо подібні доповіді, ми знаємо, що це жахливі злочини. За них саджають, за них судять керівників держав. Але чи можемо ми сподіватися, що рано чи пізно подібні доповіді Верховного комісара ООН з прав людини, що вони все ж таки переростуть в якісь реальні карні строки або принаймні хоча б якісь наслідки для лідерів, які віддають подібні накази? Ну, я бы исходил бы здесь из слова, ну, есть такое выражение «никогда не говори никогда», да? И, соответственно, здесь понятно, что мы сегодня понимаем, что Россия – это достаточно сильное государство, ядерное государство, которое пытается быть глобальным игроком, хотя не совсем у нее это все получается. Но ведь давайте вспомним фашистскую Германию. Ведь все равно на тот момент тоже фашистская Германия, она была достаточно сильным государством, достаточно сильно влияла, но пришел час, когда многие из преступников Рейха сели на скамью подсудимых. Поэтому я это говорю к чему? Я это говорю к тому, что
мир будет темным, если хорошие люди не будут бороться со злом, да? Есть такое выражение. Поэтому здесь однозначно надо нам всем объединять усилия, надо бороться, нужно постоянно, скажем, влиять на те процессы, с помощью которых все-таки будет оказано давление на Российскую Федерацию как на страну-агрессора. И рано или поздно может быть результат. Может быть результат и через 5-10 лет, и через 20 лет, но к этому надо стремиться. Пане Даміре, і тоді до вас аналогічне питання, тому що от на сайті омбудсмена російського Тетяни Москалькової є мапа порушень прав людини в Україні. Ми бачимо, що російські спікери – це такий метод теорії ігор, коли вони, щоб не бути засудженими за щось, перехоплюють ініціативу і фактично експропріюють правозахисний дискурс. Ми бачимо, що Росія постійно подає пише доповіді про порушення прав людини в Україні, пише якісь подання до міжнародних судів про шкоду, яку Україна нанесла в період своєї окупації в Криму. Тобто от так це звучить. Чи не бачите ви загрози, що з часом Росії все ж таки вдасться поставити оці свої доповіді про порушення прав на один рівень з такими докладами, такими доповідями, які ми читаємо зараз у Верховного комісара ООН? Чи не є ця загроза в тому, що рано чи пізно Росія все ж таки знайде прихильників? Однозначно, она хочет этого, и она идет к этому. И все, что от нее зависит, все, что в ее силах, она пытается это делать. Поэтому та работа, которая сегодня ведется, как внутри государства, так и на международных площадках с международными партнерами, и в частности Искандер Ага очень активно в этом направлении работает. Здесь очень многое зависит от нас, от того, так скажем, юридического корпуса, который находится сегодня на территории Крыма, от поддержки государству со стороны государства в отношении политзаключенных. То есть мы сегодня можем говорить... Алло? Да, мы чуем. Меня слышно? Так. Да, мы сегодня видим, что есть куда нам и государству Украины над чем работать и куда, в каком направлении продолжать движение. И если мы не будем этого делать, то, конечно же, Россия рано или поздно может добиться успеха и достучаться до международных партнеров, до международных, так скажем, сообществ, да, с целью донесения своих посылов. Поэтому очень важно сегодня до сих пор, да, я еще раз, много раз мы говорили, и в частности и в вашей студии, о законі по политзаключенным. Это очень важный момент. Дякую, панове. З нами були Іскандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу, та Дамір Мінадіров, представник громадського об'єднання «Правозахисний рух Криму». На цьому я з вами прощаюся. В студії для вас цю програму провела Лариса Волошина. І я ще раз нагадую вам, перед тим, як передати слово своїм колегам, підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці, читати новини про Крим, залишати свої коментарі, приймати участь в обговоренні тих тем, які ви хотіли би почути в наших ефірах. На все добре.